Из Беларуси пришли известия об аресте очередного члена оппозиционной к властям Таджикистана группы 24. Объявленную по линии Интерпола активистку Шабнам Худайдодову задержали при пересечении российско-белорусской границы, когда она пыталась выехать в Минский офис представительства Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, чтобы получить статус беженца. По словам правозащитников, находящаяся сейчас в СИЗО города Бреста Худайдодова активно поддерживала оппозицию Таджикистана в социальных сетях и проводила гуманитарные акции среди таджикских мигрантов в России. При этом она не скрывала, что симпатизирует группе 24, за что и была в итоге объявлена в розыск. Власть обвиняет ее в соучастии в преступлениях группы 24, которая в самом Таджикистане признана экстремистской, а лидер которой Умар Али Куватов был недавно убит в Стамбуле. Худайдодова перебралась в Россию, однако до нее дошли слухи, что таджикскими спецслужбами готовится ее похищение, как было в случае с другим оппозиционным деятелем, лидером движения «Молодежь Таджикистана за возрождение Таджикистана» Максудом Ибрагимовым. Его тайно выкрали из России, перевезли через границу, и сейчас он находится в таджикской тюрьме. По свидетельствам правозащитников, женщине за открытое выражение мнения в социальных сетях в Таджикистане грозят пытки и лишение свободы на срок до 20 лет. Шабнам Худойдова была активисткой движения «Молодежь за возрождение Таджикистана» и активно критиковала властей в социальных сетях. Именно это послужило поводом для объявления ее в розыск через Интерпол. Мы собрали нужные документы и информацию по делу Худойдовой и в ближайшее время постараемся их опубликовать. Также мы обратились в представительство ООН в Белоруссии и в другие организации с тем, чтобы они предотвратили экстрадицию Худойдовой в Таджикистан, так как ее жизни грозит опасность. Надеемся, что власти Белоруссии будут следовать тем обязательствам, которые они имеют перед международным сообществом, услышат наш голос, и Шабнам будет выпущена на свободу.